ваша любовь? Пожалуйста. Ванна Бас. Хорошо. Спасибо. Итак, ребята, созвучно с этим роликом стихотворение Дмитрия Федюкина «Баллада о здоровом образе жизни». Биографическую справку нам подготовила Мирлана. Пожалуйста, Мирлана. Дмитрий Федюкин родился в Москве в 1973 году. В его творческом багаже насчитываются около 100 произведений: «Капитан», «Белый танец», «Молитва» и другие. В его особое место в своем творчестве он уделял теме детства. Здоровому образу жизни он уделял особое место. Дмитрий Федюкин – страстный болельщик футбола. Свидетельство тому стихотворение «Баллада о здоровом образе жизни». Хорошо. Итак, ребята, Начинаем день зарядки. Упражнения на ковре, выжимание присядки, бег трусою во дворе. Заряжаемся с утра. Получить всегда полезно положительный заряд. Это всем давно известно, это знает старый млад. Чтобы всем все было ясно, наконец хочу сказать, что полезно, что опасно, надо твердо различать. За здоровый образ жизни призываю вас, друзья, ради счастья организма, организм любить нельзя. В бодром теле дух свободы, этим счастлив человек. Будьте сильны и здоровы, и живите целый век. хорошо. Ребята, определите тип связной речи. Это монолог. Это монолог. Чем он отличается от диалогического? Монолог – это речь одного лица, а диалог – это разговор между Разговор двух или более лиц. Хорошо. Итак, найдите, ребята, в тексте художественно-выразительные средства. Найдите те, которые мы уже проходили. Кто готов, поднимайте руки. Метафора. Заряжаемся с утра. Хорошо. Эпитет, положительный заряд. Хорошо. Обращение, друзья. Друзья. Много глагол инфинитив. Соблюдать, чистить, спать, получить, сказать, различать, губить. Хорошо, еще. Есть? Антитеза. Старый маг. Старый маг. Хорошо. Все-таки она состоит. Кока-кола состоит на 90% из газированной воды, жженого сахара, фосфорной кислоты и кофеина. 1% состава носит загадочное название Мерхандис-7. И знают его химический состав всего 10 человек в мире из компаний, выпускающих содержащийся в алкоголе. Он вызывает нарушение сна. Ребенок, выпив на ночь 2 стакана кока-колы, труднее засыпает. Кофеин ускоряет выведение минеральных веществ из костной ткани, и это может привести к остеопорозу, то есть заболеванию, при котором кости становятся ломкими. Итак, ребята, какое впечатление? Две звезды, одну за смелость, а вторую за внимательность. Желаю вам успеха.